Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Мои дорогие зрители, с вами, как всегда, ваша Ольга. Всех вас сердечно благодарю за то, что вы со мной зашли на мой канал, смотрите это видео, за вашу невероятную и теплую поддержку, за вашу помощь, мои хорошие. Земной вам поклон! Сегодня, пользуясь случаем, хочу всех моих дорогих и любимых зрителей поздравить с наступающим новым 2025 годом. Дорогие мои друзья, от всего сердца желаю вам счастливого Нового года. Пусть в вашем доме будет тепло и уютно. Пусть в вашей жизни будет радость и счастье. И пусть все ваши мечты и желания как можно скорее исполнятся. От всего сердца поздравляю, целую и обнимаю. Итак, сегодня у нас будет отсыпочка на месяц январь. Давайте посмотрим, какие судьбоносные события готовит вам судьба в первый месяц Нового года. Загадайте, пожалуйста, на себя, загадайте на январь и давайте вместе посмотрим. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Какой интересный у вас январь. Очень много нового. Именно в этом месяце войдет в вашу жизнь. Здесь не только новые люди, но и какие-то новые дела, увлечения, возможности. Много новизны чувствуется. Ну, у кого-то еще отыграется. Это ваша воля, ваше желание жить по-новому, жить в новых условиях, да, при новых возможностях. Вы тут тоже в ударе. Я вижу, что вы проявите очень активную деятельность, бурную деятельность разведете. Вы молодцы, мои хорошие, молодцы. Давайте начнем с этого сложного восхождения. Здесь очень крутая лестница, и вам придется на нее взойти. Очень непростой и скользкий путь. У вас как будто бы нет права на ошибку. И потребуется максимальная концентрация, да, для того, чтобы быть и выше, и как более в теплом месте, чем другие люди. У вас тут конкуренция. Но конкурентов не бойтесь, они вам и в подметке не годятся. Все, что может на вас повлиять, либо то, что может вас остановить, это ваши личные убеждения, ваши личные переживания и ваши личные страхи. Вижу, что лестница вам покорится. Будет несколько попыток на нее взобраться, взойти, и несколько неудачных попыток. Вот, вы не отчаивайтесь, ваше дело правое, ваше дело верное. И вижу, что вы лестницу осилите, станете выше, чем все другие, станете недоступны ни для врагов, ни для конкурентов, ни для завистников. Ваше место, оно очень светлое, теплое и уютное. То есть, возможно, карьерная лестница вам покорится, возможно, это какие-то достижения в бизнесе, да, в собственном развитии, в прокачке своей популярности. Вот, лестница сложная, скользкая, но вы справитесь. Вы точно справитесь, главное, не отчаивайтесь. Дальше, какие-то перипетии в личной жизни. Что-то пойдет не по плану, но это к лучшему. Что-то вы запланировали для себя именно в личном. Да? Возможно, вы в паре, в браке. Возможно, у вас есть симпатия. А возможно, вы лишь в поисках того самого идеального человека. Вижу, что у вас план есть. Какие-то вот действия вы себе придумали. Вижу, что этому не суждено исполниться. Здесь как будто бы рука судьбы вмешивается и как будто бы тасует колоду, да, все перемешивает. Но судьбе виднее. Вы, главное, не сопротивляйтесь. И вижу, что судьба вас приведет к феноменальному результату именно в личной жизни. В итогу вы будете очень счастливы. И вот вижу, что прям в любви купаетесь. А это самое главное, купаться в любви, окружены любовью, сами влюблены, идеальные отношения, либо отношения, которые вышли на новый уровень. Вот очень хороший результат. Тут судьба вмешается, и судьба вам
поможет какими-то другими обходными путями добиться того, что для вас просто идеально. Кстати, здесь показано, что два человека сойдутся. Просто вот сойдутся, найдутся. Может быть, вы поссорились, да, и не общаетесь. Может быть, вы, в принципе, в жизни друг друга потеряли. Когда-то познакомились, и пришлось расстаться. А может быть, вы долго друг друга по жизни искали, да, и тут именно в январе показано, что вы сойдетесь под одним сердцем. И дальше знак бесконечности. То есть пара, которая сформируется у меня в январе, либо возобновит свои отношения в январе, будет самой счастливой. И эти отношения, они прям до конца. Они на всю жизнь. Вот именно в любви, в радости, в согласии. Вот такая жизнь вас ждет. Так что смело миритесь в январе, смело восстанавливайте свои отношения, смело знакомьтесь. Здесь только хорошим закончится, любовью и счастьем. Дальше. Спрыгнуть с какого-то крючка. Крючок, кстати, очень большой, и я так понимаю, что вы долго на этом крючке висели. Крючок — это ловушка, крючок — это мошенники, крючок — это даже какие-то обременения, которые были на вас возложены. Не могу сказать, кто вас на этот крючок посадил, но вижу, что вам удастся с него спрыгнуть. Причем спрыгнуть целой и невредимой, да, целым и невредимым, если смотрят мужчины. Что-то вы такое придумаете, плюс небеса помогут, и вы очень удачно соскочите с этого крючка и больше к нему никогда не вернетесь. Обременение, запреты, привязка к кому-то, к чему-то, это все у вас уйдет. Вы будете свободны, свободу свою обретете. Дальше. Какой-то человек от вас перестанет прятаться. Как-то наоборот, знаете, раньше прятался, скрывался, теперь прям начнет вас искать, начнет постоянно у вас под ногами путаться. Вот как-то от крайности до крайности, очень короткий шаг. Тот, кто прятался, кто скрывался, кто, не знаю, заблокировать мог, да, в принципе, куда-то уехать. Вот человек делает один шаг и наступает в другую крайность, когда этого человека очень много становится в вашей жизни и прям путается у вас под ногами. Еще придется с этим человеком разбираться. Да, видно, очень вы понадобитесь этому человеку, да, что пойдет прям на такие крайние меры. Дальше показано, что вы в разные места будете ходить, в разные интересные места, либо полезные места. А может быть и интересные, и полезные, да, одно другое не исключает. У вас много дорог, у вас много интересов, у вас много возможностей. Тут только ленивый не воспользуется. А я думаю, что вы не ленивые. Я думаю, что вы очень радивые и точно свое не пропустите. Дальше музыка. Какая-то музыка к вам прилипнет. Музыка, которая вас как будто бы к жизни возрождает, либо наполняет вас энергией. Вы знаете, бывает такое, мелодия, которая просто вот на подкорочку цепляется, и вы, когда ее слушаете, вам сразу хорошо и легко становится. Вот какая-то музыка ворвется в вашу жизнь. Может быть, какая-то новая композиция выйдет. А может быть, это музыка, которую вы просто раньше не слышали, а тут, например, в празднике придется послушать, и вам очень понравится, прямо на подкорочку у вас прилипнет. Хорошая музыка, много положительных эмоций благодаря этой музыке. Так, здесь я должна вас предупредить, потому что у кого-то бочки появляются, да, попа растет, животик округляется, прям как яблочки наливаетесь. Будет, я так понимаю, вкусно, вы сами, скорее всего, очень вкусно готовите, и плюс много еще угощаться где будете. И если вы соблюдаете диету, либо следите за своей фигурой, то вас ждут очень опасные дни в плане того, что вы вот прям как на дрожжах растете. Тут хоть этим скотчем рот себе заклеивай, да, носи с собой скотч и заклеивай рот. То есть, если вы обнаружите, что вы поправились на несколько килограмм, ну да, вам было вкусно, и это все виноваты праздники, новогодние праздники. И те добрые люди, которые вас угощали. Ну и опять же, вы сами вкусно готовите, не могли себе сами отказать, да, попробовать снять пробу. Да, вот здесь такое предупреждение, что плюс где-то 2-3, да, точно прибавится. Но бочки растут. Попа округляется, животик округляется. Ну, не страшно, на празднике можно. Тем более зима, да, когда есть эта жировая прослоечка, оно не так холодно. Ничего, к весне похудеете. Так, еще показано, что страус наконец-таки вымет голову из песка.
Ой, долго вы этого события ждали, а кто-то уже даже и веру потерял, что это случится. Но таки случится. Это страус. Человек, который либо чего-то испугался в определенный момент, либо человек, который не захотел брать на себя ответственность, да, и поступил как страус. Просто закопал свою голову в песок. Вот. Человек вас очень удивит, высунет эту свою голову и начнет вовсю кричать, что вот я готов, я решился. Ну, либо я готова, решилась. Может, это женщина. Вот еще придется успокаивать этого страуса, да, приводить в себя. Так, какая-то накидка на вас будет одета. Накидка – это признание. Вас признают, вас признают. Какой-то, может быть, способ вас отметить, выделить среди других людей. Я не могу сказать, где вы эту накидку получаете, но накидка очень классная, и она вам идеально подходит, да, она вам к лицу. Получить признание, одобрение, признание вас, значит, выделяют, отмечают, выделяют. Это хороший знак. Дальше. Вокруг вас люди начинают собираться. Вы как источник правдивой информации, либо вы действительно будете владеть какой-то очень специфической, уникальной и правдоподобной информацией. То ли вы сами своим умом дойдете, то ли вы где-то сможете выцепить, выловить эту информацию, но вокруг вас будут собираться люди, к вам будут приходить, вас будут расспрашивать, с вами будут советоваться, консультироваться, и вы как дом советов, да, всем будете помогать. Очень много общения идет, очень много, больше, наверное, чем за предыдущие несколько месяцев. Много будете говорить, много с кем будете общаться. Дальше здесь у меня девушка, женщина, пойдет на какой-то радикальный шаг. Но это скорее ближе к концу месяца у вас произойдет. На что-то вы решитесь. Это связано с вашей красотой, это связано, ну да, с внешним связано. На какой-то шаг пойдете. Может быть, ботокс себе уколите, может быть, в какой-нибудь другой цвет покрасите волосы. В общем, на какой-то шаг вы идете. Может, увеличение губ. Долго вы не решались, либо долго вы оттягивали. Вот пойдете. И знаете, я вам так скажу, вам понравится результат. Возможно, будет критика от тех, кто завидует, но в целом результат очень хороший идет. Да, еще потом скажете, почему я так долго не решалась, да, зачем я откладывала. Так, очень удачная у вас поездка. Поездка, во-первых, сама по себе веселая. Во-вторых, она удачная. И в-третьих, поездка какая-то щедрая для вас идет. Может быть, вы к родственникам поедете, да, в тур к родственникам. Может быть, даже не к одним родственникам. Может быть, к друзьям поедете. Вы там и классное время проведете, и сможете расслабиться, и еще и с подарочками уедете. Да, вот такой вариантик. Мне очень нравится эта поездка. Ни в коем случае не отказывайтесь и поезжайте. Вот, поезжайте, все будет хорошо. Зуб у вас тут какой-то валяется, прям пустой, видите, как коронка, что ли, с левой стороны. Кто-то зуб потерял. Берегите зубы, вот. Берегите зубы, от греха подальше, там ничего не грызите, твердого не ешьте. Вот, ну, как бы кто коронки носит, тот, наверное, поймет. Вот. И также этот зуб может символизировать о том, что ваши враги теряют свою силу, потому что зубастые враги, они именно сильны своими зубами. Здесь один клык выпал, да? Значит, враг ваш становится все слабее и слабее, либо часть ваших врагов потеряет свою силу. Вот. Не время расслабляться, да? Потому что все-таки один зуб выпал. Вот. Время, наоборот, поднаторить, подусилиться, вот, чтобы всех этих врагов добить, и чтобы они вам не мешали. Так, жирная уточка вам в дар. Жирная уточка. Прям такая, знаете, ходить не может, перекатывается. Прям толстенькая такая. Жирочек нагуляла. Эту уточку вам тут какой-то мужчиночка готовит. Вам ее из рук в руки передает. Мужчинку вы, конечно, поблагодарите, а уточке будете очень рады. Уточка – это денежка, это доход. Да? Мужчина свой доход может вам отдать. Мужчина может, допустим, сделать вам подарок, но именно вот денежный подарок, да, это деньги будут. Не что-то конкретное, а именно денежная сумма. Ну, буду говорить как есть. Жирная уточка, значит, денежек будет много. Девочки, надо брать. И такому подарку тоже нужно порадоваться. Так, здесь у меня 3 веселых человечка.
как будто бы они дети, как будто бы в детство впали. Но это вы развлекаетесь либо со своими детьми, внуками, либо вы развлекаетесь со своими подружками, друзьями. И вот какие-то детские развлечения. Очень классно проведете время. Прям оторветесь, сможете и стресс из себя выбросить, и от какой-то депрессии, да, нехорошей избавиться. Вот прям как было что-то зажато, и в процесс этого веселья раз, и как пружина сработала, все разжалось. То, что вам мешало, то, что вам болело, вот оно уйдет. Именно благодаря веселью, благодаря этому азарту, благодаря какой-то, либо игре, либо какому-то развлечению. Прям очень интересно. Дальше. Вода. Вас здесь какой-то человек водой поливает. Это хороший знак. Водой поливать, благодарить, водой поливать, прославлять, водой поливать, признавать. Хороший знак, тем более человек где-то прям высоко находится, выше, чем вы. То есть хвалить, благодарить. И кто-то необычно это делает, тот, от кого вы никогда бы и не ждали, да, даже не надеялись, что этот человек может не то чтобы благодарить, в принципе обратить на вас внимание. Кстати, по таким знакам часто еще отыгрываются моменты, когда госслужащие реагируют на просьбы граждан, да, либо откликаются на нужды, просьбы граждан. То есть тут даже не просто откликнется, судя по тому, что воду льет, он, скорее всего, еще и выполнит, да, вашу просьбу, удовлетворит, причем в лучшем формате, в лучшем виде. Тройки, тройки, тройки. Знакомые люди, люди, которых вы знаете, когда-то знали, проявят к вам особое внимание, особое теплое внимание. Общение с людьми, которых вы не видели, может быть, там несколько лет подряд. Люди, которых вы не видели несколько десятков лет подряд. Да? Очень много внимания пойдет именно от троек. Те, с кем вы общались, дружили, вместе работали. Вот как будто бы все они вас вспоминают и оказывают вам свое теплое, доброе внимание. Дальше. Птица с длинным клювом в кармане. Кто-то в кармане ее несет. Это вам, скорее всего, кто-то какое-то письмо принесет, либо какие-то документы передаст. Длинный клюв. Что-то долго тянулось, и именно в январе оно закончится. Вам эту птицу принесут и дадут. Она не летит, ее несут. Так мне идет. С правой стороны. Это во благо пойдет. Это действие, оно вам во благо идет. Дальше. Какое-то место холодное, негостеприимное. Вы туда пойдете, но сразу оттуда выйдете. Вы терпеть не станете. Может быть, какие-то недобрые люди, либо кто-то себе позволит лишнего в отношении вас. Вы просто встанете и уйдете, терпеть не будете. И это очень хороший поступок. Во-первых, вы покажете свое отношение. Во-вторых, таким поступком вы заставите с собой считаться, себя уважать. И в-третьих, вы избавите себя от каких-то некрасивых, неприятных моментов. Вот, вы это сделаете. И я еще вижу, что вашему примеру и другие люди тоже последуют. То есть вы как первая, да, либо первый, вы показываете, что я не намерен терпеть, я не терпила, я встаю и ухожу. Там, где мне не рады, либо там, где принижают мое человеческое достоинство, я не буду оставаться. И другие люди тоже последуют вашему примеру. Как сумеете за себя, получается, постоять и покажете, что с вами нужно считаться. Дальше показывают женщину, нога, что-то у нее с ногой и что-то у нее с рукой, какие-то травмы. Но это не вы, это женщина, это не вы, это какая-то другая женщина. Эта женщина травмируется, либо сломается, потому что эта женщина вам желала плохого, либо она вам плохое хотела устроить. Но здесь сама судьба, само провидение эту женщину остановит именно вот такими травмами. Это могут быть травмы, это могут быть переломы. Так что внимательнее проследите, кто у вас там в окружении травмируется, и знаете, что это человек гнида, что этот человек хотел вам навредить, либо плохое вам желал. За вашей спиной желал вам плохое. Здесь боженька шельму метит, вот сразу вам говорю, такой знак прям придет. Так, еще, может быть, у кого-то ОРВИ, у вас, у ваших близких.
Это, конечно, не очень хорошее событие, но тем не менее. Здесь я вам так скажу, вы ни от кого не заразились, скорее всего, в разгаре праздников. Где-то вот прям жарко стало, да, форточку открыли, либо вышли на балкон, либо... ну, все бывает, да, там, не знаю, где-то пошли, хотелось в красивом пойти, да, но оно не теплое. То есть здесь нет никакого злого умысла, и это вот именно симптом того, что вы переохладились. Вот так мне идет. То есть не хотите болеть, одевайтесь по сезону, одевайтесь по погоде и не хорохорьтесь. Вот, тогда болеть вы точно не будете. Ну, и за детьми смотрите, чтобы они там снег не кушали, чтобы без шарфа, без шапки не выходили, да, потому что здесь именно простуда из-за переохлаждения. Вот так мне идет. Никаких там ни вирусни, ни гриппозности, а именно переохлаждение причина. Так, еще мужчина звезду. Вот здесь кому-то мужчина звезду пообещал. Что-то он вам такое грандиозное пообещал. И до последнего он будет стараться выполнить и таки выполнит. В момент, когда уже не верите и не ждете, когда вы уже такая, все понятно с тобой, да, он вам скромно протягивает эту прекрасную звезду. Здесь мужчина пойдет на все, понимаете, будет копытом землю бить, лишь бы вашу мечту исполнить. Дорого ему эта звезда обойдется, ой, да, но он это сделает. Так, и еще для женщин здесь вы думаете о каком-то мужчине, и вам хочется, чтобы он вас поздравил. Ну, либо весточку какую-то, любую от него ждете. Вы знаете, вы получите. Вы эту весточку получите, он вас поздравит. СМС-ку, либо телефонный звонок, ну там опционально, да, у кого какие условия, у кого как получится. Это будет, это точно будет. И это будет очень счастливое событие для вас. Событие, которое о многом вам скажет, да, что человек там не забыл, помнит, что хочет с вами общаться, что человек вас по-прежнему любит. Такое яркое событие. Так, мои хорошие, на этом у меня все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.